Хотите выиграть спор с теми, кто ненавидит тыкву? Тогда вам стоит обязательно приготовить этот тыквенный пирог. Это видео посвящается всем травоядным. Те, кто не любит тыкву, вы можете все равно посмотреть, вдруг полюбите ее после этого видео. И количество ингредиентов, как всегда, вы можете посмотреть под этим видео в описании. А сейчас мы будем смотреть процесс. Потому что продукты я уже наготовила. И самый главный ингредиент – это вот этот товарищ по имени тыква. Нам нужно с него его красиво разрезать, товарища, и вытащить оттуда вот 300 грамм. Ну что? Чего? Семечек? Нет, тыквы. Короче, нужно разрезать тыкву. Это и так понятно. Если есть пила, то надо пилой. Ой, или молотком. В общем-то, товарищ такой у нас крепкий орешек. Да на пол брось на плитку и все, оно распадется, все разломается. А давай проверим. Что, на пол? Ну, на пол. Что, хочешь реально проверить? А ну, бросай. Да. О, лопнуло, глянь. Ура! Вот это крутой способ. О! Подходит. Классный способ, короче, с тыквой разобраться. И нужно отсюда семечки почистить. Как к ним пробраться? Сейчас, в общем-то, я уберу семки. Тыква такая плотная, как я не знаю что. Мучаешься? Да мучаюсь тут вообще. Хоть раскололась она, как орех. Сейчас проверим, сколько у нас грамм в чищенном куске. О, так мне всего лишь один кусочек тыквы надо. Она просто очень такая, видишь, Она сбитая. такая прям взбитая, да. Я тут мучилась, только нарезала. Ну ладно. В общем-то, остатки сладкие. Если понравится этот пирог, мы еще одну порцию сделаю. Так, теперь 300 грамм мякоти тыквы нам нужно. Нужно ее натереть на мелкой терке. Вот это самое сложное будет, но наберитесь терпения и трите. Не терпите, а трите. И вот я буду тереть на вот этой терке, которая с дырочками. Вот это. Которая для сыра, там для... Это мучение. Нет, ты видишь, у меня терка, оказывается, хорошая. О, боже. Тру-тру и такую маленькую кучу натерла, как будто кто-то сделал дела плохие. Ну, а что, у меня от твоей тыквы только такая ситуация. Это цвет детской неожиданности, а не плохие дела. Ну, не знаю, какая неожиданность, но мне неожиданно тяжело натирать тыкву. Ты бы еще помельче взяла терку. Не, взяла бы вот такую какую-то... Короче. Вот это нормально, зачем ты это мучаешь? Чтобы ее не чувствовать, твою тыкву. А ты ее еще есть будешь? Ну, как бы, что я зря готовлю, надо же хоть попробовать людям сказать, стоит заниматься или нет этим. Тыкву потерли, и терку пока не моем, а берем один лимон и отсюда снимаем с него цедру. Вот столько цедры получили мы с одного лимона, нам хватит, чего, нормально. Как кот наплакал. Да не как кот, нам достаточно. А дальше все просто. Голый лимон не выкидываем, он нам еще понадобится. И берем теперь миску и отправляем сюда 2 яйца. В яйца отправляю 150 грамм сахара. И вперед из песни будем миксерить. Теперь я взбила сахар с яйцами, да, добавлю щепоточку соли. А то многие говорят, а, ты соль забываешь добавлять. Вот теперь забыла. Не забыла, вернее. А теперь это не обязательно. У меня тут просто осталась ложка сметаны, и чтобы ей не пропадать, я ее сюда добавлю. Но вы можете делать без сметаны, все у вас получится. Ну, а если у вас так же, как у меня, осталась сметана, и вы не знаете, куда ее деть, то когда пекете пироги, туда добавляйте, и нормально будет. У меня тут 120 миллилитров подсолнечного масла. И оно ушло сюда. Сейчас я растворю секунду вот это дело, сметана, чтобы растворилась. Миксер сделал свое дело, миксер может уходить. И теперь в эту нашу смесь мы отправляем вот цедру лимона, которую мы мучили, стерли, делали.
И, естественно, тыквочку нашу оранжевую, ароматную. Она такая красивая, пахнет очень вкусно. Потому что сорт хороший у тыквы. И вообще тыква полезна, она для печени, да? Потому что она оранжевого цвета. Не для печени, для почек. В общем-то, для чего-то, от чего-то она полезна. Ее обязательно нужно хоть иногда есть. Ну и давайте лопаточкой чем-то тут перемешаем тыкву. Смесь очень красивая, ну прям очень. Все, хватит. Берем пакетик разрыхлителя. Тут 15 грамм у меня. И отправим его в муку. Мука 220 грамм. И теперь муку просеиваем в нашу смесь, в тесто. И теперь перемешиваем, как просеяли. Нам нужно получить тесто. Ой, стоп. Надо включить духовку. Пускай разогревается, потому что тут максимум еще 5 минут, вернее 3 минуты, и будет готово. А духовка, забыла включить духовку. На ощупь включаешь? Да, я на ощупь. 180 градусов она сейчас будет греться, а мы в это время будем перемешивать тесто. Абракадабра. Оно должно стать однородным. Готово тесто! Ура, товарищи! Ну все, вы увидели, что самое тяжелое в этом процессе это было почистить тыкву и ее натереть. А дальше 2 минуты времени, тесто готово. Я беру форму на 24, я ее не застилаю, по идее тут не должно подгорать. Но вы, если сомневаетесь в своей посуде, не застилайте пергаментной бумагой. Ну и теперь тесто отправляю в эту форму. Все, пирог в форме, его немножко пристукнем и отправляю в духовку на минут 40, 180 градусов. Ну, а про голый лимон помните, да? Если вы подумали, а что же с лимоном, то не торопитесь, дождитесь окончания, пока испечется пирог, и потом мы приступим к лимону. Увидите, для чего он нам еще нужен. Так что через пару секунд для вас вы увидите готовый пирог. Но пока 40 минут выпекается пирог, время зря не теряем. Вам нужно помыть посуду, которая у вас остается во время готовки. Это займет 5 минут времени. А остальное время вам нужно найти своих близких и обнять их, и пару минут крепко прижать и сказать, как сильно вы их любите. Не забывайте это делать каждый день. И тогда мир будет улыбаться вам, а вы ему. И жизнь заиграет новыми красками. Это вам лайфхак, как быть счастливыми. Что, друзья, вот 40 минут прошло, и тут уже стоит запах. Пока сложно понять, запах чего, но какой-то аромат у нас в квартире стоит. И теперь, пока остывает пирог, пускай себе остывает, у нас дошла очередь до этого лимона. Давайте мы его порежем пополам. Мы это делаем для того, чтобы вытащить с него весь его сок. Я взяла сотейник и теперь вот сюда буду выдавливать лимонный сок в него через сито, чтобы косточки остались у меня в сите. Сока получилось с половинки лимона, но я и вторую тоже сюда выдавлю. Мы сок не жалеем, целый лимон мы выдавливаем. Теперь в сотейник, где находится лимонный сок, я отправляю сахар. Сахара у меня 150 грамм. Сюда я налью где-то 100 миллилитров воды. И ставлю сотейник на плиту. И теперь буду растворять сахар в воде и делать такой сироп сладкий. Лимонный сироп. Вот кипит сироп. Буквально пускай 30 секунд покипит. И буду его выключать. Сахар уже точно растворился. Ну что, сиропчик готов. И теперь этот сироп горячий я буду заливать в наш пирог. Пускай пирог напитается хорошо сиропом. Я дырочки не делаю, в нем есть трещинки. Если у вас наверху нет трещинок, то тогда шпажкой можете взять. Сейчас вам покажу. Вот берете и вот так делаете дырочки. И тогда наливаете сироп. Ну, я считаю, что это лишнее. Хорошо. Сейчас как пропитается. Мале будет. Все, теперь я даю ему
20 минут, чтобы он пропитался, и буду его раскрывать, резать, вам показывать и дегустировать. Ну что, пора уже узнавать, выкидывать эту тыкву, или все-таки придется мне еще не раз печь пирог. Снимаю форму. Что, выглядит ничего так. Немного осел, немного осел. Немного осел. Сейчас мне нужно взять лопаточку. Кто-то пожалел пергаментную бумагу, небось. Не будем показывать пальцами, кто пожалел пергаментную. Так ты к нам вообще спиной стала, отморозилась. Я не отмораживалась. Что, получится? Там надо было, наверное, пергамент ставить. Вот слушайте теперь. Она вам насоветует, наша хозяйка. А я что, я сказала ставить пергамент. Мне главное куча пергамента. Какой вкусный. Так, я отлепила. Крошки соберу быстро. Вот это вкуснотища. И в тарелку переложу. Опа, ровненько. Все, красотень. Теперь надо пробовать. Вот это Но самое пока, вкусное. да, пока выключу камеру, давай мы вот это пошкрябаем, а потом будем красиво дегустировать на камеру. Если пергамент положили бы, такого бы не было. А что, это самое вкусное? Видишь, тут сколько самое тут? тут, Вот. тут остался, как он называется, сироп. Сироп, да. На тебе. Все, теперь уже он пропитался, он весь в сиропе. Я даже его переложила в тарелку. Ну и самое время его резать треугольником. Ой, я такой кусок прям большой взяла. Ну что, проба пера. Очень легко снимается. Он такой мягкий, очень мягкий. Ого себе. Ого. Ой, можно я еще? Вот прям говорит тот, кто тыкву ненавидит. Реально супер. Ну что, друзья, если вы думаете, что вы не любите тыкву так, как не люблю ее я, то нужно обязательно готовить этот пирог. Тыква тут вообще в жизни не угадаешь, что тыквенный пирог. На вкус он, ну я даже не знаю, какой он на вкус. Очень вкусный. Единственное, что я могу сказать, он мягкий, нежный, прям тает во рту. Здорово именно его делать сиропом. Он просто песня. Льется прямо к нам в желудок. И если вам понравился этот рецепт, то помните, да, ставим лайки. Кто еще не подписан на наш канал, нажимайте кнопку красную «Подписаться». Живите ярко, вкусно, сочно и сладко. А с вами я, Райвика. На сегодня все. До новых встреч. Пока!